Бүгүнкү жаңы жума получается, бүгүнкү деп коем, могул жума жаңы 23 февральдан баштап, так, канчанча 27 февральга чейин, да, получается, обзор класс, фундаменталдык мына техникалык жактан. Бизден негизги торговать эткен валюта, золото боюнча да, сразу биздики кечээ мен өзүм кечинде предварительно да карап койгом алтынды воскресенье күнү, ну, примерно ошо өсөт деп ошо, анткени бул дневной таймфрейм получается, да. Так, эң биздин күчтүү активибиз, да, актив, который ни от чего не зависит, имеется в виду эч кандай инструментен корреляция эч кандай эмеси жок, то есть зависимость, да, например, эфир, там башка альткоиндер, мисалы биткоинден көз каранды болсо, биткоин каяка жүрсө, ошонун артынан ээрчийт, да, или там, например, там евро, доллар, британский фунт и так далее, то есть они тоже зависят, например, от индекса доллара, да, золото болсо өзүнчө сам по себе всегда, да, ну, это король активов, да. Вот золото дневной таймфрейм, если, ну, то есть вчера предварительно говорю то, что бул жактан у нас уже, ну, да, чисто так посмотреть визуально у нас, это глобально, конечно, у нас это, да, прям лонг или, то есть такой тренд у нас, видите, сколько у нас каждый раз, вот, ылдый кеткенде золото кайрали ушул жерден мощная поддержка вот эта, со стороны покупателей, золото биздики өйдөгө барып атат, да. А плюс еще вот здесь, ну, такой паттерн есть у нас, внутренний бар, да. Ушул паттернден сыртка чыгып кетти бүгүнкү свеча, да, могул паттерн бул получается пятницадагы чыккан свеча, вот, анан понедельникте болсо свеча могул паттерн, то есть пятницадагы последний торговый день свечасынан диапазондан чыгып кетти сыртка. Это о чем говорит, что сила покупателей, да, что мощная, да, то есть у нас бүгүнкү күн пока лонговый эле күтүп атам, да, вот, и дальше, да, так, ну, плюс еще у нас новости пока по фундаменталу, эгер карасак, то есть геополитика, пошлины Трамп жагынан, да, там, что еще, ну, в общем, вот эти вот напряженные такие новости, да, и Украина менен эч кандай Россиянын ортосунда эч кандай пока келишпес, не договор, ну, как называется, в общем, не могут договориться, да, это тоже аябай жакшы золото таасир этет, да, то есть золото все. Вот, пока золотого биздики среднесрочно бул жумага биздики, по крайней мере, минимум так, мол, получается, среда күнү, по-моему, азыр карап көрөлүк, мына могул жакта эме бар новости. До среды, по крайней мере, золото өсө турганда эле, да, так, биздики мына среда күнү башталат. Вот среда күнү мына азыр мен силерге көрсөтөйүн. Так, экран көрүнүп атабы, investing.com деген. Сейчас проверю. Так, вот видно, да, вам? Investing.com деген бул новостной, ну, то есть это вообще сайт, самый такой один из топовых сайтов, да, для аналитики, новостей, да, там разные идеи можно, там теханализ боюнча, там по фондовому рынку очень, тут даже искусственный интеллект, да, подключен, вот Warren Knight. То есть, ну, основной биздики карай турган бул сайтта бул ошо экономический календарь, экономический календарь, и мол жумага карасак, вот эта неделя дейт мына. Вот у нас получается выступление президента Трампа, да, бул среда күнү 25 февральда саат таңкы 8-де болот по Бишкеку, да. Вот Трамптын выступлениясы кандай болот, аны эч ким билбейт, тем более, ну, аны билесиңер кандай популист, мындай эпатажный, так скажем, да, то есть у него могут быть самые неожиданные, да, риторика, да, то есть речь, поэтому реакция рынка вообще белгисиз. Так, да, анда башынан баштайлык. Так, бүгүн понедельникте, как обычно, эч кандай новость жок, Америкада да жок, Европа боюнча, Японияда болсо день рождения императора дейт, выходной, да. Ну, то есть, мисалы, японская иена менен торговля кылам дегендер, ой, там японская иена, да, мисалы пара USD JPY дейт, мына USD JPY, ну, волатильность азыраак болушу мүмкүн, бүгүн анткени бүгүн Японияда оказывается императордун туулган күнү дейт, вот, ну, азиатская сессия бүгүн волатильдүү болушу мүмкүн, ой, волатильдүү аз болушу мүмкүн, мына, этот Европа, ой, европейская сессия, Америка, возможно, бироспинул башталышы мүмкүн, да, вот, а так сейчас видите, Азия сессия пока слабый болот, да, анткени бүгүн майрам. Так, давайте по золоту, да, сейчас пока технически жагынан карап көрөлүк. Вот, то есть глобально пока этот лонг среднесрочно тоже, 2-3 күндө до среды тоже пока лонг, анан уже среда күнү Трамптын сүйлөгөнүнө жараша, плюс там еще у нас какие-то новости будут тоже в Америке. Так, ой, нет, это в четверг уже будет, да? Ну, то есть до среды, по крайней мере, до утра золото мы смотрим, да, в основном лонг, да. Ну, то есть биздики кандай эми биз глобально карай элебиз, среднесрочно мисалы лонг депчи, бирок мисалы кичинекей таймфреймде 4 саатка 1 саатка өткөндө мисалы коррекция болушу мүмкүн, да, ошого жараша биз иштейбиз. Мисалы мына биздики 4 сааттыкта бул жактан уровень бар, уровень сопротивления, да, то есть ушул жерден биздики уже жарып кетти свеча, и, конечно, биз бул жакта закреплениени көрүп атабыз. Мына бир денеси менен чыгып кетти, анан экинчи свеча денеси менен чыгып кетти. Это говорит о том, что у нас сейчас пока тренд бычий, да. Бирок бул примерно, возможно, эмеге чейин барышы мүмкүн. То есть биз локально карайбыз, 4 сааттык, 1 сааттыкта мисалы уровендерге чейин, ликвидностьтарга чейин, да, мына могул жерде ликвидность бар. Ар бир буйруктун үстүндө мына могул жерде ликвидность топтолгон, да. Ликвидность деген бул именно
стоп-лосстор, цена ликвидациялар, да, бұл трейдерлерден, мысалы, мол жерден киргендер бар шортқа, бұл жақтан киргендер үстінен, мол жақтан шортқа киргендер бар, ошолордун стоп-лосстору, да. Именно ошол стоп-лоссторду чогулткандан кийин, как правило, цена разворачивается, да, тескери жакка. Вот, то есть примерно биз ушул жерден реакция күтсөк болот, 5200-дөрдө, да, ну, так, даже вот здесь вот уже снимать этиптир, мол жакта да эме бар экен, кичинекей, да, тут тоже небольшой пул ликвидности доход, видите, хатарно неки свечаны снимать эффектив мол жерде. Вот, ну, то есть вот здесь тоже небольшая коррекция за город на кичин, видите, фитиль, да, у нас фитилек такой сверху вылез. То есть ушел жерден, поэтому стоп-лосс чолкандан кийин бир аз коррекция болушу кичине эле, бирок кайра эле өйдөгө, да. Вот. А так по золоту глобально, конечно, бул эме, да, өзүнүн мурунку исторический хай 5600-дөрдөн ашып кетиши мүмкүн, да, эгер напряженная ситуация болсо геополитическая ошондой бойдон, тогда, конечно, мы ждем обновления, да, вот этого исторического хая. Вот, то есть ушундай локальный кичинекей таймфреймдерден, мисалы, бир сааттыктан, да, тоже даже определенный бир уровень бар. Ну, вот так у нас, например, вот здесь уровень, ошол жактан шорттоп койсок болот, бирок кыска, да, кыска. Вот, ну, например, ликвидность где есть, либо так, что у нас тут еще есть. Вот тут у нас ближайшая цель. Так, давайте более самую ближайшую цель посмотрим. Вот здесь у нас есть тоже минимальный пул ликвидности, да, 5185, да, примерно 5185 ушу зона келиптир дагы азыр корректируется, да. Ну, то есть ушундай зоналардан, именно зона ликвидностьтардан, да, биз карап койсок болот шортко снимать эткенден кийин. Так, и то подтверждение бүткөндөн кийин, мисалы, бул жакка келди 5180дерге, да, примерно коррекция күтүп атабыз, бирок эгер мисалы күчтүү тренд лонговый болсо, ал может могул эмени область, да, сопротивления проигнорировать и дальше жарып кетиши мүмкүн, да, зеленый свеча. Такое тоже часто бывает, если тренд очень сильный лонговый, да. Вот. Ну вот сейчас мисалы азыркы мисалы давайте кичинекей тайфрейм көтөрүп, бирок азыр кыска эле шорттоп койсо болот, азыр мына биздики пока шорттоп кичине эле. Примерно ближайший, мисалы тренд лонговый болсо, биз шорттогондо в тейктерди аз эле коебуз, да, кичине эле коебуз. Какой-то бир ближайший тоже ликвидность же ближайший бир область интереса деген бар, мисалы могул жакта гэп бар, да, допустим, мына свечалардын ортосунда, видите, чоң жырык бар экен, ошого чейин возможно. То есть ближайший у нас какой-нибудь там интерес, да, либо там зона ордер блок на поглощение жака келиши мүмкүн, либо какой-то бир там имбаланс, да, например, там, не знаю, где тут у нас бул жакта жок экен, ну, вот здесь вот гэп, да, есть, вот здесь вот тоже имбаланс бар экен на бул жакта. То есть ушундай зоналарга чейин иштеп кыска эле бирок шорт. Так, давайте тогда дальше перейдем, да. Эми биздики основной иштей турган валюталар евро, да, карап көрсөк. Так, по евро у нас тоже, так, давайте дневной таймфрейм. Индекс доллара азыр түшүп атат, тренд у нас шартовый болуп атат, анан евро пока биздики өйдөгө эле карап атат, на индекс доллара, на дикси деген. Бул болсо ылдыйга эле карап калды, да. Бул өткөн жумадан бери эле жакшы коррекция болуп азыр түшүп атат. Дагы эле пока түшүүгө шанс бар, да. Ошон үчүн евро доллара бул против индекса доллара, бул укрепляется, наоборот өйдөгө кетип баратат, да. Пока бул неделяга мен, ну, по крайней мере, до среды, по-моему, среда, да, тоже, если посмотрим, investing.com, по-моему, среда или или вторник, что-то есть по индексу. Ой, так. Вот, среда күнү внутриваловой продукт Германии дейт, саат 13:00 Бишкек боюнча. Вот, ушул новостья чейин, по крайней мере, евроны лонгко карап койсо болот, среднесрочно, да, 1-2 күндө. Так, до среды. Так, посмотрим, внутриваловой этот продукт Германии, если вот прогноз боюнча на 0,3%, то есть эгер ушул прогноз боюнча чыкса, да, бул нейтралдуу новость и, ну, как бы особо еврого таасир этпейт. Эгер могул новостиден прогноздон жогору болсо, анда евро укрепление болот, да, өйдөгөсү. Вот, эгер ылдый түшүп калса, анда евро түшөт. Ошондой биздики прогноз. Новости, если фундаментальные новости карап койсок, да. Так, да, глобально у нас пока лонго, анан бул жумада, средада көрөбүз, саат 1-де түшүп берди. Вот. Ну, чисто технический жагынан, конечно, бул деле тоже пока лонговый эле зонада, бул мындай өйдөгө караган эле фигура болот, да, жана этот, как у нас треугольник, да, такой восходящий треугольник. Тут у нас еще боковик чыгып кетти, мына могул жакта боковикке чоң болгон боковик. Вот. Ну, то есть ошону жарып өттү, уже биздики вероятность чоң, да, что у нас дальше, да, продолжение болот. Жарып өттү, бул ложный пробой кылды, азыр кайра кирип кетти, бирок кайра биздики мына попытка кылып атат, бул жакта биздики жакшы мындай трендовый ылдыйкы линияга этот келбей эле сразу кеп менен бул жактан ачылды, бүгүнкү күн. Вот. Ну, это тоже покупательдердин мындай күчтүүлүгүн көрсөтөт, да. Вот. И так, британский фунт тоже самое у нас, по-моему, жок, слабее, да, чем евро. Британский фунт на дневной таймфреймде бул деле жарып өтүптүр, могул эменичи уровень сопротивления, да, бирок ложный пробой болуп аябай жакшы кирип кетиптир астына, да. Ну, то есть это просто пока очередная коррекция, анткени бул деле как индекс доллара, то есть еврого окшоп индекс долларга каршы жүрөт, да. Индекс доллара азыр түшүп атат, бул деле азыр бир аздан кийин, ну, я ожидаю, пока среднесрочно тоже, по-моему, бул жумада
британский фунт будет что-то будет, сейчас посмотрим, да. Ну, в общем, ошол новости чейн, по крайней мере, пока үйдөгөсү ракет болот деп ойлотам, да. Бул жакта тоже биздики паттерн, да, у нас треугольник, да. Ну, пока у нас восходящий, да, могул трендовый линиянын үстүнөн мына могул жактан реакция жакшы көрүп атабыз, бул жактан покупкалар болду. Ну, в общем, здесь у нас в этой области, да, здесь, то есть пока үйдөгө, да, лонговый зонада эле кетип баратат. Вот, бул болсо биздики, ну, как треугольник или восходящий клин деп коет, да, то есть ушундай сыяктуу. А так без локально тоже, конечно, британский фунт, евро, любой валюта менен, мисалы 4 сааттык же 1 сааттыктан эле тоже ондай областтарды чийип, да, жанагы зона премиум дискаунт зонадан иштеп болсок болот, да, то есть или уровень сопротивления деп коебуз го. Бул жерде биздики премиум зона, то есть кымбат зона, да, ушул жерге цена келсе, ушул жерде биз подтверждение көрсөк, медвежий, да, то есть жанагындай вычепин бар, плюс здесь локальный слом, да, мисалы последний минимумду сындырса, шорттосок болот. Вот. А бул жакта биздики премиум зона, ой, дискаунт зона, да, бул жакта мисалы. То есть ушул зонадан биз наоборот покупкага издейбиз, то есть ошентип мен майда таймфреймдерди иштей берем. Так, давайте мен карап көрөлүк экономический календарда биздики британский фунт эмне бар экен. Так, по британцу эчтеке жок экен, кыйратып. Ну, да, что-то особо ничего нету, да. Ну, вот если вот здесь посмотрим, фильтрда двухзвездочные деле новости кээде таасир этет базарга, эми өтө деле эмес, краткосрок. Мисалы, так азыр мына по британскому фунту жумада бар экен. На британский фунт дейт, выступление главы банка Англии дейт. Саат 8:15 болот экен, бул получается вторник күнү, эртең. Саат 8:15, ну, что-то какое-то влияние будет на британский фунт, да, в это время. И еще у нас вот это, да, тоже будет выступление какое-то. Так, в принципе, все, да, по британцу, по-моему. Так, тоже это какой день получается? Пятница, да, вот экен, что-то вечером, да. Так, британец саат 7:00 ошол боюнча выступление члена комитета по денежной политике болот экен. Ну так, не сильно прям это отразится в двухзвездочной новости. Двухзвездочные новости нагаравайм, не сильно такие значимые новости, давайте обсалаем. Вот, только такие самые важные, да. Дальше, да, посмотрим. Так, что у нас там? Так, USD-GPI, да, я тоже торгую. Ну, то есть это у нас мажорные валюты доход, евро, доллар, британский фунт, там, австралийский доллар, USDK, да, то есть ушел валюта, мажорный доход, да, то есть самые такие популярные, да, топовые, одни из мировых валют, да, швейцарский франк, уж всяк туда, да, вот, без ушел, то караталось. Так, сейчас дневной таймфрейм, USD-GPY, сейчас, USD-GPY, азыр пока, так, дневной таймфрейм, да, кандай көрүнөт. Дайте недельный посмотрю. Ну да, пока лонговый зонада жүрөт, өйдөгө. Азыр бирок коррекция болот. Ну, среднесрочно, получается, по крайней мере, бүгүн еще дагы шорттосо болот, анан уже вероятно рост болот, да, глобально караганда. Так, бирок бул азыр чоң широкий боковикте жүрөт, да, если недельный таймфреймде карасак, да. Вот, ана дневнойдо болсо, дневной. Так, ну да, дневнойдо тоже у нас чоң аябай широкий боковик деле жүрөт. В принципе, ушу боковиктин диапазонунун ичинде эле торговать этсе болот. Бул пока глобально лонг эле, так локально шорттосо болот, да, буну. Улам өйдөгө чыккан сайын, например, коррекция болот го, отскок өйдөгө, да, вот можно. Так, сейчас. Ну, иена сегодня она толком не будет работать, наверное, только Лондон сессия, да, так, 2-ден баштап, и, возможно, американский сессия кичине жанданат. Так, ну сейчас, да, у нас уже шортта кетип калыптыр. В принципе, могул орто жерден киргенге болбойт. Азыр вот здесь у нас эме бар экен, уровень, да, небольшой уровень, ушул жерден можно, да, отскок проверить. Если реакция болсо отскокко, да, өйдөгө, тогда можно лонтосо болот. А так, в принципе, сейчас вот иену торговать вообще не советую. Сегодня, по крайней мере, до Лондона байкап көрөлүк, Лондонда. Если Лондонда кыймыл жок болсо, анда Америкада байкап көрөбүз, да. Так. По Японии у нас новости только вот утром обычно бывает, по понедельникам, бирок бүгүн эчтеке жок. Бул жумада тоже, по-моему, эчтеке деле жок. Так, вот. Ну, то есть японская иена, она доллар менен, индекс доллар менен часто коррелирует, да, то есть байкаганым. Вот, например, так, давайте посмотрим индекс доллара. Если индекс доллара начинает расти, вот индекс доллара, да, сейчас. Так, сейчас. Вот, ну, то есть, когда индекс, то есть доллар менен иена часто выступает как защитные активы, да, например, если напряженная ситуация в мире болсо, какие-то жаман жаңылыктар, обычно инвесторы начинают вкладываться иенага и долларга, вот, ну, как защитный актив болот, иена, поэтому, если индекс доллара өсө баштаса, анда иена да тоже өсө баштайт, да. USDK, да, то есть доллар против канадского доллара, дейт. Ой, менчи иендерим турбайбы. Так, сейчас давайте дневной таймфрейм посмотрим, канадский доллар, да, против доллара. То есть канадский доллар бул нефтьке байланган аябай, бул жумада, если не ошибаюсь, у нас, по-моему, будет в пятницу данные по нефти сейчас. Так, экономический календарь.
Так, запасы сырой нефти, в среду был уже с 21 да, по Бишкеку. То есть Канада, она одна из крупнейших поставщиков нефти, поэтому сырой нефть бойынша отчет егер күшті шықса, то есть сырой нефть көп запас болса, анда канадский доллар өсөт, этот нефтьский спрос күшті болады, и, соответственно, они будут за канадский доллар покупать, конечно, канадский доллар будет расти. Если сырая нефть бойынша, вот у нас пока предварительный прогноз на Джоукен, но если у него будет данные слабые, то есть сырой нефть расползла, да, канадский доллар коррекция больше мүмкін, да, среда күні в это время, наверное, так, дальше, да. Так, технический жақтан, если канадский доллар посмотреть, то есть USD, канадский доллар, да, сейчас, давайте вот эти лишние поудаляем. Так, что мы видим, да. Ну да, пока без таким, в принципе, такой плавно растущий канал или болото, да, или боковик, в принципе, ну, то есть вот здесь у нас боковик был, выход за боковик полду, молчерды, на молчерды, вот. Ну, здесь, в принципе, если так в целом посмотреть, пока канал или, да, плавно, вот это восходящего, то есть постепенно максимум, да, ракрда, который этот резко импульсивный скунжок, но плавно растет все равно, да, топтовый. Так, чисто технический жақтан пока глобалды түрде азыр қарап көрейікші на недельке. Мен канадский доллар менен, по-моему, пару раз только торговала, вот пильвен, да, был инструмент. У нас, да, сейчас пока у нас, ну, такой определенный прям конкретно тренд не виден. Вот здесь вот у нас, конечно, могут жақтан жақсы снятие ликвидности был тур, это когда еще, получается, так, 17 декабря, да, ну, то есть ошондон бери ана жақсы, да, и агрессивный рост был, потом у нас уже да, имеге плавный флет келіп кеттір. Вот, но бар бұл флеттен, бұл коробочкадан бұл күчүп энергиясы бир жакка чыгат. Азыр энергия токтоготат, бул жакка чыгат, өйдөгө же ылдый жакка, да, но это уже зависит тоже от нефти, да, там плюс еще глобальные новости влияют, да, вот, посмотрим, да, вот. А так, глобально, если посмотреть, ну так, вроде бы хорошее отбитие раз на молдеде, покупкалар болду 2, да, в этой области, то есть и здесь, да, у нас третий раз тоже өйдөгө карап эметип атат, то есть ылдыйга түшүүгө пока эч кандай слом, там признаков слома, да, на шок жок, да, пока глобально так посмотреть, у нас сейчас ломку, а этот средний срок, если посмотреть на дневке, на 4-часовом, ну, здесь у нас орто жерде жүрөт, непонятно, пока непонятно. Да? Но тут можно, конечно, рассмотреть локальный бир какой-то максимум дардан, например, там, дневка или 4-часовой, да, допустим, локально вот здесь у нас максимум дан, будет это коррекция кетти. Ну, тут айвеле кичинекеле движение лекен, в принципе. И где валюта азберет, да, уж он чуть будет о чем урак плотный да. Вот отсюда тут сопротивление, здесь у нас двойная вершина, тоже здесь равные хаида, то есть будет тогда ликвидность чулган, да, примерно. Ну, алжак качейн, конечно, был барыш берет 100 качейна и долгий путь, да. Ну, ближайший, по крайней мере, вот здесь у нас ликвидность, да, вот 1.37 200, да, примерно. 1.37 180. Вот шулдерден шорт-топ, булдяктан болсо, минимум у нас ближайший на дневке, ну, можно рассмотреть вот такие небольшие, вот здесь минимумы, да, 1.36 300, вот здесь вот у нас на покупку, да, вот эти зоны. Булдя качейн, примерно мой ордер блок область качейн, ну, поглощение, да. Здесь уже, если, конечно, аева күштеме болсо, шартовый тренд, тогда мы область ордер блока может проигнорировать и дальше кетчимку, да. Булдерден авалеш керек пя качейн түшүп кетсе, да, булдак вот түшүү уланышы мүмкүн, да, чок, мүмкүнчүлүк чоң болуп калат. Так. Аут USD, Австралия, да, Австралия, она у нас этот очень крупный поставщик товаров, сырья в Китай, да, бұл очень сильно зависит Китайдың спросынан. Егер Китай тарабынан көп спрос болса, суроталап австралийский сырьеға, да, там золотаға. Австралия же один из крупнейших мировых запасов золота хранит, да, то есть месторождение золота и бай, да. Вот, золотаға көп спрос болса, Австралиядан, да, потом что у нас еще? Так, ну вот Австралия, золото, потом, ну, основной, да, фокус на золотаға, да, пока. То есть если жақшайме болса спрос, тогда австралийский доллар өсүшү мүмкүн. Этот эмеге каршы жүрөт, да, индекс доллара мен байкашымча, индекс доллара түшсө, австралийский доллар өсөт. Вот, так что ошол корреляцияны караш керек между ними, да. И также еще Австралия, этот вспомнила, бул именно металлга, да, железная рудага бай, да, ябай. Например, если Китай сейчас очень активно скупает железную руду, да, железная руда спрос көп болсо, Австралиядан көп экспорт кылса, Китайдан, да, тоже австралийский доллар күчтөнөт и өсөт, а доллар наоборот түшөт, да. Ну, я такую корреляцию вижу. А если Китай слабо укаса, спрос, да, золотого металла, да, железная руда Австралия, тогда аут, то есть австралийский доллар түшүп калышы мүмкүн, да. Пока была айвали лонговый зона дали жүрөт, неделька, да, вот дневка, да, неделька, да, бул болсо тоже. Так, бул мурунку чейгенем экен, жанагы восходящий клинки, да, ошо чыгып кетти уже давно. И вот этот вот у нас уровень сопротивления, он прям почти без никакой коррекции, да, практически пробил, да, дальше растет. Ну, то есть у нас глобально прям лонколе, да, на исходящий именно трендовая линия, да, был уже жарко давно, да, и вот даже вот здесь вот ликвидность, уже снимает этот саптор, да, вот здесь. Так, ну, следующая ликвидность уже примерно 1.072, да,
у нас азыргөз кандай болот экен. Анан локально дневкада 4 сааттыкта буну именно уламындай түшкөн сайын коррекция, да, небольшая коррекция болгон сайын кичинекей мындай уровеньдерден, уровень поддержкадан, да, ушу зонадан надо лонго сделки искать, да. Вот, то есть 1 сааттыкта же 30 минуттукта любой таймфрейм, ну, кроме пятилки, минимум где-то от 15 минут, 30 минут, когда гирисиңер дагы и уровеньдерден именно дискаунт зона, да, то есть уровень поддержки такой го, улам түшкөндө, ултан биз буну лонгго с позиции здесь, да. Но тоже после подтверждения, да, то есть подтверждение кандай, мисалы силер көрдүңөр, чоң таймфреймде у нас уже этот, допустим, бир уровеньге сопротивление келди, мисалы могул жерде на ликвидности снимать этти, могул жакта, да. И уже биздики коррекция уже башталат деп ойлойсуңар, азыр ылдыйга түшөт деп. А может мүмкүн тоже мындай болушу мүмкүн, эч кандай уровень сопротивления карабай элек, свеча дальше кетиши мүмкүн, да, жарып. Ошон үчүн подтверждение дайыма издегиле, да, ошону күткөндү биле жүргүлө. То есть подтверждениеден это вот на более мелком таймфрейме 30 минуттук, 5 минуттук, да, или даже минутка, да, ну, желательно от 5 минут. Вот, мындай эме болуш керек, да, уже вот здесь от уровня, от вот этого, да, сейчас давайте отмечать эту коечку. Например, у нас здесь ликвидность, да, вот тут у нас ликвидность была небольшая. Уж он снимать эткенден кийин, вот здесь мы ищем подтверждение, да, в виде такой свечи, да, медвежья свеча, пин-бар деп коет. Сейчас, типа, на видео жактан бизде максимумдардан. Желательно монда узун фитилёгу бар, үстүнөн куйругу бар, фитиль, бычий пин-бар болуш керек, ой, медвежий пин-бар. Так, здесь у нас, ну, не такой прям идеальный, где тут у нас идеальный медвежий пин-бар бар экен, нам ушу сыяктуу, да, типа вот как вот этот доджи или перевернутый молот деп коет, көрүнөт, да. Вот ушунан үстүнөн мондай эме чыкса, да, плюс еще биздики поглощение кылса, следующая свеча, да, мондай медвежий пин-бардан кийин, допустим, вот здесь медвежий пин-бар вышел с длинным фитильком, да, сверху, потом поглощение болуш керек, например, да, тоже следующая свеча, анданда чоң болду, и плюс еще локальный какой-нибудь, например, акыркы минимум, да, ушундай тыйчик метр кетсе, обновление алса, здесь уже локальный слом болду десек болот, да, ошондо можно уже от коррекции, допустим, кичине бир аз өсөт да, ошондо вот здесь вот өйдөрөөк жактан зайти в шорт, да. Вот ушундай подтверждение, да, минимум эти подтверждения керек, да. То есть у нас медвежий пин-бар, да, плюс там этот поглощение какое-то, да, например, зеленый свеча, кызыл свеча жутуп салыш керек. И если есть еще третье подтверждение, то есть слом, да, локальный минимум до сындырса, свеча тела менен, да, тогда это уже үчүнчү подтверждение. Можно тогда шортить. Так, и теперь давайте, сейчас, кстати, по аут австралийскому доллару, стики новость бар экен бул жумага. Сейчас посмотрим. Нет, здесь нету. Привет. Да, здрасте. Привет, мен Елена. Мен кеч кирип калдым. Привет. Я тебя не знаю. Уже берип койдуңбу анализ? Да, ну там пока до среды, у нас в среду уже Трамп сүйлөйт, пока до среды мен лонг поле каратам деп айттым. А среда күнү Трамп эмне деп сүйлөйт, аны один болсун айт дегендей. Там гэп бар го, гэпке. Так, по золоту гэп бар беле? Гэп бар го однодневкада. Ошого. Сейчас посмотрим. Вот здесь имеешь в виду, да. Я это на 30 минутки на дневке что-то не заметила. Да. Я же говорила, да, про гэп. Сама забыла, что я сказала. Нам вот где-то гэп небольшой баркен. Ну-ка, сколько там? Вот сегодня у нас свеча открылась гэпом, да? Помнишь, чем мы с тобой обсуждали по телефону, да? Скорее всего, гэп менен начала, если что. Если гэп менен өйдө карай чыкса, да, у нас лонговый болот, да, хотя бы до новостей сильных, до среды. А в среду у нас 8 часов утра, по Бишкеку утром сүйлөйт экен, анан эмне деп сүйлөйт, если он алдагы пошлиналарды көбөйтөм деп атпайбы, налогторду, для многих стран, тогда золото дагы өсөт, да, эгер пошлиналарды киргизсе, анткени бул жаман жаңылык считается, и золото жаман жаңылык тогда өсөт. Вот. А если Трамп может смягчить тарифы, да, пошлины вот эти, может быть, отменить для некоторых стран, кто знает. Вот, тогда золото түшүп калышы мүмкүн, бир аз коррекция был. Өтө деле прям түшпөйт, конечно, но все равно коррекция может быть достаточно сильная, да. Вот, так, ушел гэпты, да, оказывается. Ну, я тут вот так глобально посмотрела, она сказала, и все. Что у нас так было? Вот по австралийцу хотел посмотреть, у нас что-то, наверное, есть. Да? Ну, если австралийский доллар кто-то торгует, может, сейчас для них посмотрю. Австралия, вот здесь вот смотрим, да, аут, тип австралийский. Вот аут, у нас среда күнү болот экен, аут 30, да, по Бишкеку утром. Ну, так, не особо значимости. Эки звезда кен, так. Вот здесь вот потребительские цены, то есть инфляция, индекс потребительских цен, это как инфляция, да, букчине күчтүрөк экен, саат 6:30 тоже. Я 6:30 не знаю, кто будет торговать, или торгует кто-то. Я в это время сплю, тем более аут USD я не торгую лично, может кто-то торгует. В общем, вот этот более-менее сильная новость, 6:30 в среду, да. Так, и все, что у нас еще? Вот еще. Просто у нас получается 6:30, а у них, наверное, это чуть-чуть впереди, где-то тоже, наверное, я не знаю, Австралия, наверное, кичине убактылыс эме, да, бирасой, они впереди, мне кажется. У них утром они обычно начинают все страны отчеты давать. Так, 6:30 тоже в четверг болот экен новость. Ну, тоже в это время, если торговать ЦНР, примерно ушел уақытта торговать беле болуш керек, да? Байкап туруш керек, реакция кандай болот экен, да? Так, еще аут у нас
Вот это в 5... это в субботу. В субботу Каравайда, в субботу она же не работает вроде. С бойынша, австралийский доллар бойынша суббота да что-то чаткен. Ну, в субботу у нас этот Форекс не работает, да? Ну, все, в принципе. Гир 40, да? Серебро. Серебро тоже, он золото дали, в принципе, у нас сейчас на моле меданда чипкеты тоже здесь у нас гэп огромный мене начал как-то гэп причем ракены или такой же. Ну да, в принципе, такой же. Плюс еще вот здесь у нас тоже диапазон, да, предыдущего дня, так скажем, пятница дары, свеча, диапазон на чипкеты, мол, свеча. Тоже это показывает силу быков, да, покупателей. Ну, пока серебро менен золото, это тоже металлы. Такие ни с чем не коррелируются. Ну, серебро, конечно, ты алтынға қарап өседі, если алтын өсе, бұл да өседі. Локально мындай кичирек таймфреймдерден бұны коррекция уланып түшкөн сайын тоже эметсе болот, конечно, иштеп лоңкочуп. Бирок серебро вообще золото караганда ал мындан да эме экен да. Волатилдиги күчтүү экен да. Мен серебро менен бир аз иштеп көрдүм, аябай жакшы жүрөт экен да. Он жирно дает, лакылдап берет, но и жирно забирает. Поэтому лучше сереброго не лезть вообще не стоит. Но если депозит большой, тогда и опыт есть более-менее, да, бул аябай резко жүрүшү мүмкүн экен. Тогда еще можно, да. А если депозит маленький, тем более не стоит лезть, да. Так, ну то есть по серебру тоже так же, как по золоту. Глобально у нас лонг, вот, а локально это тоже именно коррекция волны черта тоже лонг иштеп куса болот, бирок депозит чоңураак болуш керек, да, очень осторожно, да, серебро иштеп эле. Самый минимальный лот менен, если у вас депозит большой, это минимум вот $500, да. А так лучше не совет, если новичок. Так, гир 40 дейт. Даже я вот сереброго кирдим, аябай прям, ну, страшновато было, да. Так, гир 40 дейт. Гир 40 это индекс, да, жана S&P 500, NASDAQ деген бар, американский индекс. Бул болсо германский индекс, да, бул эң күчтүү 40 германский компаниянын корзинасынан турган эме индекс, так скажем, да. Так, дневной, ну, недельный таймфрейм, дневной, тоже, в принципе, одно и то же показывает, то, что у нас пока күчтүү лонговый зона дали жүрөт, мына бул, вот у нас очень хорошее эме откуп болгон, бул жактан, удей жактан, да, бул уже келатат, да, вот здесь у нас очень хорошее снятие ликвидность кылган, бүйтүп могун баарын стоп-лосторун чогултуп, тазалап, и вот ошол жерден аябай жакшы разворот болгон, да, но опять у нас потом долгий боковик болгон, вот боковик у нас, ну, прям с мая до, качан чыгып кетти, вот отсюда жарды, до декабря. Ну, почти где-то больше полугода, да, у нас, оказывается, вот такой боковик был, и вот здесь уже у нас прям хорошее пробитие, да. Вот, пока сейчас реакция у нас был жерден кайра ретест кылып атат, пока реакция хорошая, быча достаточно, то есть на ретест кылып кайра ылдый бирок илбей жатат, да, өйдөгө кайра аракет болот, тем более S&P 500 и NASDAQ тоже өсөт, он тоже хорошо скорректировался, это когда у нас было так, в январе, да, в середине января хорошая коррекция болгон, S&P 500 менен NASDAQ менен чогуу аларда түшкөн, ошол малдач, и бул деле тоже түшкөн, и сейчас они растут, теперь и гир 40 тоже растет, поэтому пока сейчас локально, если посмотреть, только будем искать на жакшы мындай уровеньдерден, жакшы дискаунт зоналардан ылдый жактан будем искать на лонг, да. Где-то вот, ну, тут уровни у нас есть небольшие, да. Бул эме негизи жай жүрөт, технический бирок мындай уровеньдер жакшы иштейт. Что у нас? Вот эти имбалансы, например, имбаланстар болсо, ошол жактан, если реакция болсо, допустим, вот здесь бычий имбаланстарды игнорить этип кетип калыптыр, да? Вот здесь у нас имбалансы, да, есть. Ушел имбаланстан, если, например, реакция хорошая была бы вот здесь свечами, бычий пинбар чыгып, плюс там поглощение болсо, да, следующей свечой, здесь мы бы рассматривали лонку, да, здесь у нас пока реакции нету, да, вот еще мүмкүн экен. Ну, пока мы гир 40 менен шашпай болуш керек лонку, азыр где-то вот раз он проигнорировал вот этот имбаланс, вот здесь экинчи имбаланс, да, анда дагы ылдый атышууга күтүп атам, да, примерно могул эмеден уровень, ближайший уровень, возможно, ушул жактан. А еще лучше, конечно, будет, если дагы ылдый кымнаму ликвидностьтарга чейин барса, намол жакта ликвидностьтер бар, да, ушуларга чейин барып, и вот здесь хорошую реакцию ждем, да, бычий, если здесь будет реакция, тогда можно здесь заходить, да, плюс еще вот здесь тоже есть. Могул жерден деле тоже бычья реакция кетиши мүмкүн, ушул ликвидностьти снимать эткенден кийин, да. Вот, ну, пока гир 40 ачканда эме жок, точка хода. А так глобально, ну, так умеренная пока лонг эле карап атат. Бирок геополитикага байланыштуу, мисалы индекстер, эгер геополитика начар болсо, то есть согуш, там, что еще, всякие катаклизмы, да, и так далее, конечно, фондовый рынок, вот этот индекс, да, в том числе разные индексы, S&P, NASDAQ, гир 40, там, европейский индекс есть, да, тогда они падают. Вот. Ну, все, в принципе, вот эти, да, так. Вот по экономическому календарю вроде бы, ну, жумада это прям не сильно прям так новости, вот эти я двухзвездочные уберу, сейчас. Не сильно прям так богата неделя, да, новостями. Вот понедельник ничего нету, вторник ТРТН Америкада 21.00 до индекс доверия потребителей чаткен. Ну вот был индекс доверия потребителей, если взаимосвязь какая, да, если был күчтүү чыкса, на прогноз бирок эметкен 87,6 дейт. То есть мол прогноздон күчтүү чыкса, көбүрөөк чыкса, индекс анда доллар өсөт, да, доллар становится сильный, но золото түшөт, да, потому что золото и доллар часто ходят против друг друга, да. Так, а если ниже этого прогноза, да, то есть доверие потребителей ниже упался, анда доллар слабый уклад еще, да, золото наоборот будет расти. В среду, так, Трамп саат 8 менен ушул малда базарга кирбей эле болуш керек.
Что он там вякнет, не знаем пока, да. Вот по британский фунт и, в принципе, это жана евромен, ну, евромен, ну, исключу, да, торговать эткендер, евро, USD, допустим. Внутриваловой продукт Германии, дейді. Если, например, так, да, внутриваловой продукт Германии 0,3%, если уж он жогору чыкса, да, это хорошо, ну, то есть, значит, экономика Германии более сильная, да, и евро еще, да. Так, запасы сырой нефти мы тоже говорили, да, если сырая нефть көп болса запасан, да, нефть тушет, но это нефть торговать эткендері, да, а австралиец, кстати, он зависит от нефти тоже, австралиец тоже тушет, если нефть тушет. Четверке тоже был, ну, довольно сильная новость, вот это первичные заявки на получение пособий по безработице. Вот прогноз бойынша 216 тысяч человек могут подать на пособие по безработице в Америке. Если так, у нас первичные заявки говорят по прогноз тонам, да, это говорит о том, что этот ФРС, Федеральная резервная система США, да, то есть главная финансовая система, она процентные ставки она может снизить, да, а если он снижает процентные ставки, то деньги могут быть дешевле, золото и все это, как правило. Так. Ну, тут тоже евромен торговать эткендері үчүн индекс потребительских цен, тоже почту новость достаточно. В общем, это в 19:00 в пятницу, вот это время тоже евро, можете не заходить. В 19:30 также индекс цен производителей. Так, индекс, ну, то есть производительдердің индексы, бұны сот қандай леш, но взаимосвязь по производственности я не особо знаю. Так, сейчас надо посмотреть. Вот здесь вот, когда нажимаете, чечмеленет, да, будет задача, так. Так, индекс цен производителей является инфляционным индикатором. Да, сейчас давайте скачать раньше. Так, в общем, индекс цен производителей, промышленность, товарно-сырьевой, переработка сфераларды қарайды екен. Так, ну, то есть, когда производители платят больше за товары и услуги, так, дайте скачать. В общем, если показатели выше прогноза по қалса, тогда это как позитивная новость по палатке. Как позитивная новость, а показатель ниже ожиданий указывает на негативный медвежий рынок для доллара. Ну, в общем, имекен, да, получается, если выше ожиданий по қалса, анда доллар что у палатки. Вот, сейчас, где-то назад, ой. Вот у нас прогноз 0,3% говорю по полсан, да, это значит показывает, что производственная сфера сильная, да, в Америке, и золото наоборот падает, а этот доллар что падает. Вот такие у нас пока фундаментальные новости. Так, суролор барбы, если болсу, анда береріңіздер. А по биткоину, по крипте я пока еще, ну, я качан так былтыр последний раз торговала, уж почти биржа болында паптыр, я пока ничего не смотрела. Ну, полосына можем по биткоину вкратце анализ курса болады. Про крипторынок, аева чем, да, как сказать, в общем, сильно зависимость у него от всего, да, от геополитики, там что еще, экономических отчетов, да, ну, Варна лимит, да, очень чувствительный, да, крипторынок. Там еще какие-то, ну, катаклизмы природные и так далее, да, естественно, да, там все рынки реагируют. А так вот геополитика, экономика, имеет это, коту сразу реакция алата, крипторынок ускучу. Ну-ка, давайте-ка глянем, да, быстренько, что у нас там по... Ой, биткоин, да, в принципе, биткоин меня гарасагале уже достаточно, биткоин атман барын сюрюет-то. BTC, давайте сюда добавлю, так, BTC. Так, давайте Binance, да, я жақсы график у нас Binance, да, легит этот был, да, сейчас, глобально, давайте более дневной посмотрим. Да, у нас тут конкретно ли, пока уже шорт, конкретно или шорт, да, пока. Никакой лонг здесь даже речи не может быть. Пул уже качантан берет счет. С 5 октября прям устойчиво лет счет. Да. Летом, помните, был самый исторический пик кеткен, там с чем-то, да? Ошандон бери уже. Доллар, вот здесь 126, по-моему, он был 126, да? Ну, в общем, да, 126-300, да, чейн вот. Ну, а или все есть миндерге чейн счет, вот этот, мол, захтаева, что уровень баркен, зеркальный уровень, да, вот, да? Вот у нас вот здесь вот такой зеркальный уровень, надо 1000 псалды. Вот зеркальный уровень это когда, например, вот для вот этой области был имя уровень сопротивления в калды, а мол, үстүнкү график тендолю учун это уровень поддержки, да. Ну вот видите, уровень поддержки, он прям уверенно ли прошил, да, 1000 псалды. Вот здесь тренд у нас пока очень сильный медвежий. Ну теперь следующий уровень ждем примерно где-то вот вообще, если мы более глобально посмотреть, вот примерно Эльюч, да, вот здесь плюс-минус. А так говорят, Эльюси есть, так Эльюси есть как-то где-то, Эльюси есть, вот здесь тоже вот тот уровень баркен. Примерно елу сегиздерге чейин ушул зонаға келиши мүмкүн дейт аналитиктердин айтымына да. Так, ну вот, ошондо, если биткоин падает, конечно, альткоиндерди артынан эфир, там, да, все остальные монеты альткоиндер падат, они тогда тоже все будут падать, да.
Ну, наоборот, пока еще кичине запас хода баркен, в принципе, аябали сону шорт движение утур. Запас хода ден АТР под, когда, например, инструмент еще там какой-то время бар еще, да, потенциал, да, так скажем, запас хода. Вот до сюда кичине или запас хода бар, елу сегиз менге чейн максимум, да, уже елу сегиз мен 500 чейн шорт то соболот кыска, да. Бирок уже кичине опасно покупать. Кен ол жакта уже зона покупок, да, дискаунт зона да. Шул жерден разворот алышым күн өйдөгө, да. Поэтому если шорт, то только коротко, да. И азыркы текущий бамен эмес, а вот там 5 минутка да, 15 минутка да, коррекцияны күтөсүңөр, да, өйдө жака коррекцияны. Так, меня опять куйуп кеттир. У нас прям сегодня с утра началось, да, вот это. Нифига себе. Ну, вот, в общем, вы видите, вот такая коррекция, барьер, кичкели куйлар ведь, такая коррекция, вот у нас медвежий флаг рисует. Вот здесь можно было в шорт, да, заходить. Вот. В принципе, вот здесь текущих централей киселвод уже кичинем имел халат, не очень, конечно, точка входа. Ну, судя по тому, что был Елисеис пещусь примерно чейн барат, Елисеис пока есть, да, запас хода. А если, например, уже гель колса, конечно, уже, допустим, вот сюда прям до вот этой зоны, да, без белилеген, Елисеис пещусь второй чейн, да, тогда уже там нельзя, да, шахтить. Это АТР уже вместе, то есть как называется, запас хода. Уже чок укалат, потенциал полностью уже исчерпан, вот здесь уже все, уже последний вагон был секретен был. Булджака наоборот, все дискаунт зона доход, булджака чейн, все, вот здесь вот прям надо искать только на покупку, да. Шундой. Өзүңөрдүн стратегиялар каждый өзүңөрдүкү болуш керек, например, кто-то мисалы уровеньдерден трендовая линия же жанагы эмеден СНР зона, то есть зона поддержки сопротивления, да. То есть у каждого свой, да, там жанагы смарт мани боюнча имбаланс, ордер блок зоны, да, ликвидность, ликвидность дегендерде ушундай стратегиялар каждый өзүңөрдүкү уже болуш керек, да. Я смотрю, бар уже в принципе мындай эми опытный эмес, но уже есть у вас какой-то багаж, да. Вот. И торговая система менен иштешине керек, то есть бүт правилалар бар, соблюдать этип. Сейчас я зарядку поставила. Вот ошол правиладан чыкпайчы десеңер, ошолорду жасап алдыңар беле, ушу торговая система деп коет, да, бүт правила. Пошаговая, да, от А до Я дегендей. И прям ошону каждый день, если вы должны перечитывать, ошол боюнча силер өзүңөрдүн торговый стратегиялар у вас прям в подсознании, в подкорку должно, да, вшиться. И одно и то же каждый день, одно и то же нам нужно по одной и той же торговой сетапу доход, то есть берели торговую ситуацию, берели картинка, мне торговать, да, велосипед придумывать не надо, да. Ну, я, например, как правило, обычно вот там, давайте этот график или биткоина открою. У меня, в принципе, картинка одна и та же, боюнча одну и ту же стратегия для торговать этим. Мен тоже мондай зоналардан иштегенди жакшы көрөм, допустим, вот такие хорошие күчтүү зоналар болсо, ушул жерден если я реакцию хорошую көрсөм, мисалы, могул жактан бычий реакция, да, вот ушул жерден мен, мисалы, сразу, конечно, келбейм, ушул зонага келди деп, мен күтөм, да, мисалы, мондай бычий реакция болот, мондай свеча түрүндө, потом жду поглощения, да, то есть вот красный свечаны жутуп салса, плюс еще жду там слом, да, например, здесь у нас локальный какой-то максимум, тут последний максимум. Ну, вообще, если свинг, учумурак, да, имя меня гарасан, мол, жерде все-таки локальный максимум. А так можно посмотреть вот здесь вот, что, да, мол, жерден уже ашип, чакшим, да, и закрепление упаса уже здесь можно было считать за сломом, да, или чуть-чуть обход. То есть, и там плюс желательно, конечно, ушел джакта область где-то вот, например, какой-нибудь имбаланс, там что у нас еще, ну, например, цена, допустим, вот отсюда отскочила, хороший, да, жакшы отскок берди, мол, жакта поглощение кылды, кызыл свечаны, да, кетти, мынтип кетип атат. И, допустим, вот у нас резко импульсивно кайра кетти өйдөгө, да, например, и потом вот здесь у нас уже имбаланс, например, появился. Вот ушу имбаланс, область вот эту пустоту, да, я жду, например, прихода свечи, да, кайра ушу имбалансқа келип, реакция берсе, вычипин бар, поглощение, да, ушу для меня уже хотя бы эки фактор болсо, подтверждающий, что здесь у нас сильный покупатель, да, я уже здесь захожу уверенно лонг, да. Вот, обычно ушунда одни и те же картиналарды торговать этим, да. Кичинерээк таймфрейм это дневной, а так я на 15 минутки, либо 30 минутка, даже 5 минутка, да, ушундай картина көрсөм, жакшы снятие ликвидности, да, бычипин бар түрүндө там поглощение плюс слом, да, желательно, ну, хотя бы поглощение менен бычипин бар болсо, для меня уже это достаточно, да. Так, вот, ну, также еще трендовая линия менен даже жакшы иштейм, и плюс паттерны, да, например, мондай жакшы паттерн, V-образный паттерн деп коет го, ну, то есть, где тут у нас хороший V-образный, өтө жактан тоже такой V-образный кылат, мондай паттерн, да. По паттернам торгую, иногда двойная вершина. Конечно, аны или жалгыз или паттернды карап кичине бербейм, но есть там определенные, конечно, факторы, тоже переснятие лыктыр, ликвидности, да, то есть мол свеча менен. Вот здесь вот, например, последний хайдан карасак, вот здесь жакшы куюлуп кетти, и вот тут последний минимумда вот здесь у нас свеча сломала, да, и вот здесь на откате можно было заходить на шорт, например, да, определенные береме зоны интереса келгенде, вот здесь имбалансқа, да. Вот, то есть вот такие у меня одни и те же, в принципе, да, торговый сетапы, да, вот, на мол жактан свеча берди, эмеден имбаланстан. Шондой. Ну и там трендовые линии, конечно, тоже использую, да, в принципе, не знаю, жакшы жерден билет, мисалы, трендовая линия, тешсе, вот здесь вот у нас закрепление болду, вот здесь у нас бычий вымпел, плюс еще такое накопление, да, вот здесь тоже можно зайти поработать, да, ломку. То есть, жөнөккө эле, в принципе, жана зона менен тренд, что еще имбаланс, в основном ошолорду использую, ну там, да, ордер блок,
зона ордерблока да тоже жақсы иштейт, да. Особенно вот эти ордерблоктор жақсы көрөм. Ликвидностьтарды снимать эткен мына могул мисалы, зачем өтөйүн көрсөтөйүн, на могул зона ордерблока, да. То есть вот это у нас свеча, да, зеленая бычья, да, фитиль менен хотя бы минимальный пул ликвидности на сол жактагы снимать этти, да. Для меня это уже хороший такой, более надежный ордерблок, да, мисалы нам отмечать этип коебуз. Вот ушел зона ордерблока и смотрим, да, например, цена ушел ордерблока келсе, пока еще гелелек, да. Ну, вот здесь, например, очень хорошая зона, да, то есть премиум зона, дорогая зона, ушел жерден продажа келсе вот, да, смело. Ну, если, конечно, тоже хорошая реакция. Вот если бывает, что зона ордерблок, то тоже бывает оңойлы тешип салат. Эгер аябай күчтүү бычий тренд башталса, анда эч кандай ордерблок, там имбаланстар карабай кетип калат, да, үйдөгө. Так, суроо жок болсо, суроо барбы? Если жок болсо, тогда завершаем. Так, суроо жок, Азыр Азия так болуп атат пока, да? Кто сейчас торгует? Азыр ким баштады? Мен баштадым золотодан. Да? Лонко, да? А ты сен шорттогонду жакшы көрөсүң го? Да, лонгка алып койдум бирөөнү. Ну, хорошо. Ылдый жактан да коррекция болду. Хорошо. Хорошо тогда. Ну вот, Елена, вот ты осторожно торгуешь, да? 0,01 менен эле, да? Кичинекей лот менен эле. Ой, кичинекей лот менен эле. Ну, хоть кичине минуска кетсе, коррекция кетсе деле бар, анча минус болбойт, а все равно бар, өйдө кетет да, тренд лонго уже. Да, вот тренд прощает все ошибки дейт го, хоть силер туш жерден кирсеңер деле, тренд силерди өзү эле прибыль алып чыгат да, эгер туура тренд определять этип, ошол менен кирсеңер, иштесеңер легче, да. Поэтому против тренда лучше не торгуйте, потому что это, я не знаю, как против течения, да. Вот. Ну ладно тогда, молодцы, молодец, Елена. Силерге да тоже барыңарга жакшы мындай ийгиликтүү профитный жуманы каалайм, чтобы стопов как можно меньше. Ну, конечно, без стопов прям совершенно не может быть, ну, чтобы у вас минимум там в 2-3 раза больше, да, профитов было, да, чем стопов. Ой, давайте, да, барыңарга көрүшкөнчө. Я запись выложу, и там насчет вопроса болсо, насчет обучения, да, там сигналы тоже, кстати, можете обращаться, да, телефон бар, менеджер на номере. Так, всем барыңарга, пока.